Меня зовут Ирина, мне 49 лет. Я живу в очень маленьком городке в Беларуси, город Старые Дороги. И я хочу поделиться с вами своей историей. В 23 году в сентябре мне поставили диагноз, может даже не так, я скажу так, почему я пришла в академию. Я в академию пришла за жизнью. Это в прямом смысле этого слова. В сентябре мне поставили диагноз рак центрального бронха с многочисленными метастазами в правое легкое. То есть, чтобы все понимали, легкое у меня не дышало вообще, оно просто атрофировалось. У меня были прорастания в сердечные мышцы, у меня были прорастания в артерии главной легкого правого. И когда я попала в больницу, мне врач сказал, что, понимаете, у вас такая ситуация, что, во-первых, вам, наверное, мало осталось, и, во-вторых, мы у вас удалим легкое. Вы знаете, в этот момент я зашла, там была отдельная палата, и я просто кричала от того, что я понимала, понимаете, что мне 49 лет, и вот это все материальное, что у меня есть, да, что добивалось вот все свои годы, там дома, какие-то там обстановка, ремонты, это все не важно. Притом вообще, от слова вообще. И я увидела, насколько постарела моя мама, которая 73 года, как мой муж постарел, которому 52 года. И я сама себе сказала нет. Все зависит только от меня, и я никогда не дам болезни победить себя. И вы знаете, что я на просторах интернета увидела своего менеджера, это Милана Дмитриевна Хунич. Я ей написала, она мне написала, что можно попить. И вы знаете, что я ни одного дня, ни одной секунды я не сомневалась. Чтобы зарплата у нас очень маленькая, и муж мне сказал, что мы продадим машину, мы продали машину, купили деньги были, мы купили продукт. И я, знаете, как-то думала все время, да, а что же я буду делать дальше? Как я буду покупать продукт дальше, потому что я пила всю линейку. Вот все, что было в интернет-магазине, я пила все. А потом как-то, вы знаете, что вопрос решился сам собой. Понимаете, просто это не академия «Успех вместе», это одна большая семья, в которой ты не будешь чувствовать себя одинокой. Когда я проходила химиотерапию, понимаете, не было дня, чтобы Милана Дмитриевна мне не написала: «Ира, как ты?» Чтобы Маргарита Васильевна у Миланы Дмитриевны не спросила: «А как Ира?» Понимаете? То есть я благодарна Господу, и я благодарна Академии «Успех вместе». Я чрезмерно благодарна Андрею Артуровичу Шаура. Я чрезмерно благодарна Маргарите Васильевне. То, что есть такие технологии и продукты, которые ставят вот нас на ноги. Понимаете, так как у меня был очень тяжелый случай, меня вел профессор медицинских наук. И он мне говорил, что мое легкое никогда не восстановится. И мне хотели его отрезать, и когда меня положили на операционный стол, я просто попросила, говорю: «Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы вот как мне лучше. Если надо мне отрезать легкое, пусть его отрежут». Но я понимала, что если природой надо, что у тебя их было 2, значит, их должно быть 2. Вы знаете, я на операционном столе пролежала 5 часов. И когда я проснулась, я с удивлением говорю: «Послушайте, я не могу понять, а где мои трубки, а где мои что?» И мне врач сказал: «Тебя не прооперировали». Меня отправили на химиотерапию. Вы знаете, у меня были сложнейшие химиотерапии, но при всем при этом я ни одного дня не лежала. Я после химиотерапии, я вставала, я работала, я выполняла все свои женские обязанности, то есть это покушать, приготовить. Я не хочу сказать, что мне было супер, нет. Да, конечно, потряхивала немножко, но у меня никогда не пропадал аппетит, меня никогда не тошнило. Я никогда не лежала пластом, нет, такого не было. Я выполняла всю свою работу. И знаете, на данный момент ко мне обращаются очень-очень много людей, у которых стадии, да, и не 2, и не 1. То есть это, как правило, 3-4. И знаете, люди, которые со мной и которые пьют продукты, они все живут. Вот у меня есть девочка замечательная, Вера такая, у нее 4, она живая и даже не собирается на умница, она молодец. Она вообще, она сама огород копает, понимаете, то есть жизнь, вот я хочу что сказать, да, вот когда еще до того, как я узнала про свой диагноз, да, вот как мой начинался день. Я вставала, не могла понять, то ли я спала, то ли я не спала. Я садилась, я тупо сидела день, сутки. Сейчас я активна до такой степени, я встаю, у меня пошло стакан воды, стик, зарядка, понимаете, я не сижу на месте ни одной секунды. И я не хочу возвращаться вот в то время, понимаете, которое было. Я просто призываю всех
Смотрите, еще хочу сказать, что результаты мы вообще кушаем это клеточное питание всей семьей. То есть это мой муж, это моя мама, это я. И у нас такие в семье результаты, что я просто про это могу говорить бесконечно, просто бесконечно. У моей мамы ушел шум с головы. У моей мамы, которая, понимаете, которая иногда, вот она уже живет у меня в соседней комнате, я просто просыпалась от того, что у меня мама плачет, потому что ей болели очень суставы. Сейчас моя мама пляшет, танцует и поет песни. У моего мужа сзади, вот как коленка сзади, только не... была такая вот киста, как то ли опухоль, то ли не опухоль, такая жидкая, как она правильно называется, киста Бека, наверное, вот так вот, да? Все нам говорили, что надо будет ее оперировать. Нет. Да, через 3 недели она рассосалась. Так о чем мы говорим? Давайте посмотрим на меня. Мне врач сказал, что все равно мы тебе это правое легкое отрежем. А первое КТ через 3 месяца, через 3, показала первые слова. Восстановление функции легкого. У меня ушли все прорастания, сердечные мышцы, прорастания все главные артерии легкого. У меня ушли мелкие метастазы. Да, мелкие метастазы у меня ушли через 10 дней. КТ просто было у меня в сентябре, и в октябре мне сделали второй КТ, и показала, что там буквально было, наверное, 2 недели разница, и показала у меня, что у меня ушли все мелкие метастазы. Они мне писали, что у меня метастаза крупная внизу правого легкого. На данный момент они мне пишут, что это не метастазы, это просто какое-то тонкостенное образование, а врач мне объясняет, что это может быть все что угодно. Вот просто все что угодно. Это может после ковида, там, вот все, что угодно, но только не метастазы уже. И на данный момент у меня диагноз такой, что остаточная маленькая опухоль в бронхе, которую я знаю, я уверена, что идет, вот просто я уверена в этом. Я не сомневаюсь ни одной секунды, понимаете, что я буду жить, я буду людям рассказывать про эту продукцию. И я знаю, что всех, кто поверит в это, они будут долго жить и счастливо. Я себе дала установку, что я буду жить 125 лет. Это будет так, поверьте. Это будет так. Поэтому я ко всем хочу обратиться, кто хотя бы на секунду, вот хотя бы на секунду сомневается, пить продукцию или не пить, поверьте, это этого стоит. И по поводу заработка, смотрите. Я никогда не могла, вот я так всем объясняю, что есть работа на земле, а есть работа в интернете. Я 13 лет проработала приемным родителем. Я считаю, что это тоже благотворительность, понимаете? Но такой зарплаты, как сейчас получаю я никогда в жизни не получала. Никогда. Я позволяю себе покупать качественные продукты. Мы все пьем, вся наша семья и внуки пьем клеточное питание, кушаем клеточное питание, я бы так сказала. Понимаете, и мы себе ни в чем не отказываем. Я никогда не могла подумать, что это так просто и легко. Понимаете? У нас очень много видов заработка, очень много видов. Ну не хочешь ты снимать ТикТок, ну не снимай ты ТикТок, там по бинару у нас очень-очень всего много. Просто люди, задумайтесь, в наше время, в наше тяжелое время, даже если у тебя нет какого-то заболевания с нашей экологией, с нашим воздухом, с нашей едой, эти продукты просто нам необходимы. Просто необходимы. Поэтому я очень прошу, чтобы меня очень многие услышали. Пожалуйста. Еще хочу сказать, что профилактировать свое здоровье – это намного-намного дешевле. Намного, чем потом это лечить. Просто, понимаете, иногда становится страшно, когда попадаешь в больницу, как болеют дети, как болеют молодые. Понимаете, это не только онко, это сахарный диабет, это страшно очень. Давление, это тоже очень страшно. И у меня вообще, понимаете, у меня такое впечатление, что мы уже рождаемся больными. Поэтому надо обязательно кушать эти продукты. Они, правда, уникальные, они, правда, рабочие. За это я не устану благодарить Андрея Артуровича. Спасибо вам огромное. И еще хочу сказать, что поверьте, что онко 3-й и 4-й стадии – это далеко не приговор. Кушайте наши замечательные продукты, и все будете очень здоровые и энергичные.